Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. На Сухумский вокзал прибыл туристический поезд «Рица», который привез в столицу Абхазии около 150 гостей из разных городов России. В Абхазии началась осенняя призывная кампания, которая продлится до конца декабря. В Сухуми ведутся работы по строительству детской республиканской больницы. Новая больница рассчитана на 65 койко-мест. Вице-президент Бадра Гунба поздравил Файсада Аль-Мигдада с избранием на должность вице-президента Сирии. Абхазский народ благодарен руководству и народу Сирии за признание независимости нашего государства. Отношения между нашими странами носят дружественный характер, динамично развиваются. В этом, несомненно, и ваша личная заслуга, отмечается в поздравлении. Бадра Гунба пожелал доктору Аль-Мигдаду крепкого здоровья, больших достижений на высокой государственной должности, а народу Сирии мира и процветания. Состоялось совещание премьер-министра Александра Анкваба и заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача. На встрече речь шла о ходе реализации проекта возобновления авиасообщения между Абхазией и Россией. Также об исполнении поручений, принятых решением сопредседателя Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству в части вопросов реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. Были также обсуждены реализация программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией и вопросы предоставления в текущем году финансовой помощи в целях социально-экономического развития. В Министерстве экономики состоялась встреча с представителями Министерства экономического развития России, Федеральной таможенной службы и Государственного таможенного комитета Абхазии. Как сообщает пресс-служба ведомства, на совещании была отмечена важность создания условий для комфортного перехода участников внешнеэкономической деятельности на новое нормативное регулирование в связи с вступлением в силу с нового года Таможенного кодекса Абхазии. Участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой подзаконных актов, принятие которых обусловлено кодексом. Министр иностранных дел Сергей Шамбов встретился с руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии Владиславом Куликовым. Шамба и Куликов обсудили ряд вопросов, касающихся сфер образования, науки и культуры. Речь шла и о квотах на обучение абхазских абитуриентов в вузах России. Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества. На Сухумский вокзал прибыл туристический поезд «Рица», который привез в столицу Абхазии около 150 гостей из разных городов России. Прибытие турпоезда стало возможным благодаря сотрудничеству абхазской и российской железных дорог. Пассажирский состав встречали мои коллеги. Репортаж Гугуцы Вардания. В Сухум впервые прибыл туристический поезд «Рица». Пассажиров вагонов встречают национальными танцами и угощениями. Впереди их ждет интересная экскурсионная программа. Шикарная поездка, мы первый раз в таком формате, шикарная погода, очень рады, что она нас все-таки встретила солнышком, потому что вчера, когда мы ехали сюда, был проливной дождь, но как только мы приехали, все быстро поменялось. Вот так тепло Сухум встречает своих гостей, прибывших на туристическом поезде «Рица». Впереди их ждет прогулка по достопримечательностям города с местными гидами, которые расскажут о столице Абхазии, традициях и культуре абхазского народа. Накануне турпоезд прибыл в Гагру, откуда гости в сопровождении абхазских экскурсоводов отправились в Рицинский национальный реликтовый парк, побывали на Голубом озере, посетили Сталинскую дачу и другие достопримечательности заповедника. Сегодня они посетят Сухумский ботанический сад и рынок.
Сегодня мы их отвезем на Сухумский рынок немножко, чтобы с нашим таким менталитетом ознакомить. Затем будет экскурсия по ботаническому саду, и мы отправимся в город Новый Афон. В Афоне программа тоже достаточно масштабная. Новоафонская пещера, жемчужина города Новый Афон и окрестности Афона, монастырь, рукотворный водопад, парк. Программа очень насыщенная, свободного времени практически нет, но людям нравится, интересно, и мы рады, конечно, встречать гостей каждый год в нашей стране. Спасибо принимающей стороне, мы еще приедем. Вот. Так что ждите нас, мы будем посещать. Еще погода, да, как не как вчера, а потеплее чуть-чуть было бы. Ну, то есть надо сделать где-то на недельку раньше, чтобы мы где-нибудь покупались все-таки. Или подогрейте нас. На туристическом поезде «Рица» в столицу Абхазии из разных городов России прибыли около 150 пассажиров. Например, я приехала из города Костромы. Это, считайте, центр России. Очень понравилось, что в Абхазию стали поезда ходить, что увидеть вашу культуру, ваши достопримечательности, доброжелательность вашего народа. У меня даже до слез. Какое отношение очень хорошее. Вы в Абхазии впервые, ботанический сад уже видели? Мы были с мужем в 80-м году. Так что вот сейчас пойдем в ботанический сад, посмотрим. Были на озере Рица. Конечно, изменения большие по сравнению с 80-м годом, что вы молодцы, поддерживаете свои достопримечательности. Нам очень понравилось. Благодарим РЖД и АЖД за организацию такой поездки замечательной. Красивые места, красивая страна, красивые люди. Благодаря тому, что нас сопровождает такой замечательный гид, влюбишься не только в нее, но и в саму Абхазию, в ваши места. Благодарим вас и рекомендуем всем посетить эту замечательную страну. Всего на путешествие отведено 7 дней и ночей. Чтобы оно было комфортным, в туристическом поезде «Рица» предоставлены все условия. В состав поезда входят вагоны купе, СВ и даже специальный вагон-душ. Не забыли и о ресторане с баром. Прибытие туристического поезда стало возможным благодаря сотрудничеству абхазской и российской железных дорог. Около полутора лет тому назад мы запустили этот проект, начали его ездить в Москву, активно общаться с нашими коллегами. На первом этапе, конечно, было сложновато. Мы, как видим, сегодня наш туристический поезд приехал в столицу Абхазии. В этом году этот поезд заедет один раз. Это был такой пилотный проект, мы его посмотрели, обкатали маршруты. Надеемся очень на плодотворное сотрудничество с нашими коллегами и надеемся, что в следующем году это будет все на регулярной основе. Туристический поезд выехал из Москвы 18 октября по маршруту Ростов-на-Дону, Гагра, Сухум. В столице Абхазии поезд пробудет 2 дня, а затем отправится обратно в Москву. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Абхазии началась осенняя призывная кампания, которая продлится до конца декабря. В первый день призыва состоялась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в парке Славы в Сухуме. Репортаж Рады Чичава. Ежегодно в первый день призывной кампании представители комиссариатов республики, Министерства обороны, а также будущие военнослужащие абхазской армии и их родители отдают дань уважения памяти героев, павших за свободу и независимость Абхазии. Сегодняшний день не стал исключением. Перед тем, как отправиться в комиссариат, призывники приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, парке Славы и бывшим министром обороны республики. Первым долгом я хотел поздравить наших призывников. Это одна из дат в их молодой жизни. По достижению 18-летнего возраста, подлежащие призыву, мы на основании указа президента, вышел приказ министра обороны, а также приказ военного комиссара о призыве после медицинской комиссии, кто призовется, кто будет, как говорится, в рядах нашей абхазской армии, кто по состоянию здоровья, дальнейшее уже будем определять
его годность к службе. После церемонии призывники отправятся в комиссариаты на прохождение медицинской комиссии. Традиционно в мероприятиях, связанных с призывной кампанией, участвуют главы администраций городов и районов, Министерство внутренних дел, Минздрав и Министерство просвещения. У каждого в военном комиссариате в районах на основании, вот как я сказал, указа президента и приказа министра обороны, у нас в администрации мы подали проект распоряжения главе администрации. Также глава администрации издает свое распоряжение по району о прохождении, как говорится, призыва. Раздаем через глав администрации сел и городов наших повестки. Военные учетные столы помогают нам в этом, чтобы наши повестки дошли до ребят, которые подлежат призыву. Замир Чкок отметил, что сотрудники администрации, министерств, руководства страны оказывают всяческую помощь в многоэтапной призывной кампании. Рассказал главный военный комиссар Гудаутского района и о реакции молодых людей на получение повестки. По его словам, со случаями уклонения в ведомстве борются в соответствии с законодательством республики, но по большей части призывники порядочно являются на кампанию. Молодежь с пониманием подходит, то есть на повестки реагируют однозначно, как говорится, приходят, каждый вовремя пройдет нашу комиссию, а там мы уже изучаем, несмотря, кто подлежит, кто не подлежит, еще раз говорю, кто-то по семейному положению, у кого-то по здоровью и так далее, кто-то по учебе имеет право на отсрочку, которые прописаны, исходя из этих законов, мы подходим к этим лицам тоже по закону, то есть привлекаем, первым долгом предупреждаем, потом передаем дела, как говорится, выше, в органы, прокуратуру и так далее, чтобы провести работу. С первым днем призывной кампании будущих солдат поздравил заместитель министра обороны Давид Бжания. Мы все должны прекрасно понимать, что военная служба – это особый вид государственной службы. И сегодня, наблюдая молодых людей, в таком вот количестве, первый призывной день, это говорит о том, что сознательные молодые люди понимают, что служба в рядах вооруженных сил – это святой долг и обязанность каждого гражданина нашей республики. Хочу пожелать молодым призывникам успехов во всех начинаниях, спокойной, нормальной службы. Осенняя призывная кампания продлится до конца декабря. Рада Чачава, Нарсол Цулукия, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Эдуард Будба проинспектировал готовность к зиме Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями, специализированной психиатрической больницы и туберкулезного диспансера. Реабилитационному центру нужен дизель-генератор. Дизель-генератора нет и в туберкулезном диспансере, не работают рентгеновский аппарат и флюорография. В ближайшее время специалисты из России должны починить оборудование. В психиатрической больнице нуждаются в служебной грузопассажирской машине. Старой машине уже более 20 лет, и она непригодна. Детский реабилитационный центр не запитан резервным дизель-генератором. Дизель-генератора нет. Есть плиты, на которых готовится еда, есть бассейн, который подогревается. И мы сейчас проговорили о том, чтобы электрики дали нам свои техзадания для того, какой мощности дизель-генератор необходимо установить, чтобы во время веерных отключений детишки были в теплоте, работал свет через дизель-генератор. В туберкулезном диспансере есть определенные сложности, дизель-генератора нету. Дальше мы посмотрели, как обстоят дела с рентгеном. Рентген также находится на ремонте. Несколько специалистов уже приезжало, смотрело. Пока не удается отремонтировать рентген-установку и флюорограф. Сегодня разговаривал с Российской Федерацией прямо на месте. Определенные специалисты через пару недель готовы приехать и посмотреть уже на месте, как мы можем отремонтировать рентгеновскую установку. Рентгеновской установке более 10 лет, поэтому есть определенные сложности с техническим обслуживанием. Далее приехали в психиатрическую больницу, переговорили с главным врачом, с Ириной Михайловной, как обстоят дела. Здесь стоит большой дизель-генератор большой мощности в исправном состоянии. Мы его завели, посмотрели, как работает.
объемы топлива более 400 литров и плюс резервы, которые должны храниться, они присутствуют. Посмотрели план ремонтных работ, которые были осуществлены при помощи правительства. На 4 этажах были отремонтированы санузлы, душевые кабины, поэтому вот наш объезд в другие лечебные учреждения республики будет продолжен. В Санкт-Петербурге состоялась встреча главы администрации Чимчирского района Беслана Бигвава с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым. Они обсудили сотрудничество в рамках развития промышленной кооперации, а также вопросы инвестиционной поддержки. Договорились о подписании соглашения о сотрудничестве и партнерстве между Чимчирским районом и одним из районов Санкт-Петербурга. В Сухуме ведутся работы по строительству детской республиканской больницы. Новое медучреждение рассчитано на 65 койко-мест. Здесь будут диагностическое и хирургическое отделение, центрально-стерилизационное отделение, лаборатория, служебно-бытовые помещения и пищевой блок. В общем, предусматриваются 3 полноценных рабочих этажа. Объект возводится за счет средств российской инвестпрограммы. Шазина Ханагуа расскажет подробнее. Строительство детской республиканской больницы является социально значимым проектом. Оно позволяет расширить возможности по оказанию специализированной помощи детям, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Создать комфортные условия пребывания детей в медучреждении, в том числе совместно с родителями. Детское медучреждение строят на территории республиканской больницы. Старую автомобильную парковку перенесли чуть ниже. На территории более 4000 квадратных метров располагается новая. Изначально здесь была стоянка не хватало, соответственно, еще с учетом того, что добавляется детская больница, было принято решение, что с этой стороны полностью мы зачислили. В проекте было предусмотрено 1300 квадратов стоянки, но когда приступили к производству работ, пришло письмо от Министерства здравоохранения, и стоянку увеличили до 4000 квадратов. Плюс к тому, что здесь, когда встанет сама больница, вы, как, может, внимание обратили, есть еще верхняя площадка, на которой предусматривается тоже стоянка, и, может быть, еще и вертолетная площадка. Полностью все коммуникации там поменяли, ливневки перенесли, такую большую работу провели по этой стоянке. И приступили, вот как вы можете наблюдать, к котловану детской больницы. Новая детская республиканская больница рассчитана на 65 койко-мест. Здесь будут хирургическое отделение, центрально-стерилизационное отделение, лаборатория, служебно-бытовые помещения и пищевой блок. В общем, предусматривается 3 полноценных рабочих этажа, а также цокольный и технический. В ней будут предусмотрены стоматологический кабинет. Изначально было в проекте предусмотрена одна операционная, но по просьбе главврача мы все-таки в проект внесли изменения и предоставили ему, в проекте уже спроектировали 2-ю операционную в силу необходимости. У нас будут 2 парковки. Одна, на которую вы сейчас видите, вторая будет выше детской больницы. Для чего мы это делаем? У нас за последнее время наблюдается рост оборота коек. Это говорит о том, что пациентов даже на этом этапе в республиканской больнице стало больше. Ну, естественно, не хватает у нас этих парковочных мест. И мы решили в дальнейшем, возможно, мы пока еще над этим думаем, возможно, нам придется разделить эти парковки на одну мы для сотрудников республиканской больницы, возможно, выделим, а 2-ю для посетителей, потому что сотрудников только республиканской больницы вместе с ее подразделениями 622 человека. Вы представляете, да, о каком масштабе идет речь? Ну, естественно, и посетителей со временем, когда построится детская больница, однозначно количество посетителей будет увеличиваться. Объект возводится за счет средств российской инвестиционной программы. Сметная стоимость проекта – 650 миллионов рублей. Работы ведет подрядная организация КДК «Девелопмент». Следует отметить, что уже в июле приступили к строительству самого медучреждения. Срок строительства – 3 года. Работы были начаты в мае этого года. На сегодняшний день работает около 15 человек, в силу того, что пока больше нет надобности. На сегодняшний день 15 рабочих, которые вяжут непосредственно плиту, но мы их увеличиваем по мере надобности. На сегодняшний день вяжется подушка. Подушка, соответственно, после заливки подушки делаются выпуска, вы можете их наблюдать.
выпуска, собирается опаловка и уже приступаем к заливке вертикала, так называемому. И поэтапно вся больница сама полностью по фасаду будет полностью монолитной. Это значит, что все стены будут в бетоне. Расположение республиканской больницы и детского медучреждения на одной территории очень удобно как для медицинского персонала, так и для населения. Строительство детской республиканской больницы завершится в 2026 году. Шазина Ханагу, Лаура Капш, Раму Камке, Абхазское телевидение. 16 нетрезвых водителей выявлены в ходе специального рейда с сотрудниками ГАИ. Один из них управлял автотранспортом в состоянии наркотического опьянения. Далее оперативная съемка МВД. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Квицини Батал Дмитриевич, 1978 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Аримов Атхам Абдуганиевич, 1983 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Кофаглы Алхас Геннадьевич, 1996 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Кварче Марал Павлович, 1985 года рождения, житель Чемчерского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Консузян Каспар Рафаэлович, 1959 года рождения, житель Глорбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Пронин Олег Владимирович, 1998 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хонзе Адгур Анатольевич, 1990 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шамба Роман Резович, 1979 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Саруханян Ашот Сергеевич, 1998 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Жиба Аслан Миронович, 2004 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Черныш Евгений Шалвович, 1978 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чоко Азамат Резович, 1991 года рождения, житель Глорбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Капушняк Артем Игоревич, 1992 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Малхасян Рамаз Хоренович, 1987 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Веснин Александр Рудольфович, 1964 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кушба Ахмат Салихович, 1969 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Абхазский режиссер Наур Гармелия победил в номинации «Лучший режиссер» на фестивале «Евразия Кинофест». Ему вручили статуэтку «Евразия» за фильм «Последняя цена». «Евразия Кинофест» прошел в Москве с 17 по 21 октября. В конкурсной программе были представлены фильмы полнометражного, короткометражного и документального кино, отражающие военно-исторические события, международные отношения, культуру, спорт, проблемы современного общества и многое другое. Статуэтками «Евразия» наградили победителей конкурса в 12 номинациях. Ярким концертом завершились гастроли Государственного театра танца Карачаево-Черкесии «Меркурий» в Абхазии. Ранее театр выступил в Ткварчале и Очимчире, где покорил зрителя своим профессионализмом и зажигательными танцами. На концерте побывала Ульяна Рожкова. Коллектив театра танца «Меркурий» не первый раз в Абхазии, но каждый раз удивляет своими яркими номерами. На концерте в столице они показали старинный адыгский танец скафа, чеченский танец нохчи и многие другие танцы кавказских народов. Со сцены прозвучали песни в исполнении заслуженных артистов Госфилармонии КЧР. Именно через такие мероприятия происходит взаимообмен культурами и укрепление братских связей между Абхазией и Карачаево-Черкесией. Наша нынешняя поездка, она по международной коммуникации,
И благодаря фонду «Будущее время», город Москва, Министерство культуры Республики Абхазия, Министерство культуры Карачаево-Черкесии состоялись наши гастроли в Республике Абхазия. Какой вот настрой у вас от концерта? Ну, вы знаете, настрой отличный, много позитива. Мы вот первый наш концерт был в Ткварчале. Мы сколько бы сюда не приезжали, мы не уезжали в Ткварчал. У нас это первый концерт был. Мы познакомились с зрителем, с залом, очень довольны остались. Очень теплый прием был. Вчера у нас концерт был в Ачамчире, где очень сильно тепло нас встречал, аншлаг был на концерте. И также сегодня надеемся, что тоже аншлаг будет здесь, в столице страны, что хороший концерт мы дадим. Танцоры ансамбля выступали исключительно под живую музыку, которую исполнял оркестр театра. Танцы захватили внимание зрителей с первой минуты. Высокое исполнительское мастерство и уникальная национальная музыка подарили всем праздничное настроение. Наша страна всегда рада принимать дружеские коллективы из братских республик и оказывать им помощь в организации концертов. Абхазия очень тесно сотрудничает с Министерством культуры Карачаево-Черкесии. Ансамбли нашей страны также принимают участие в разных конкурсах и фестивалях. Сотрудничаем с Министерством культуры Карачаево-Черкесии. Наши коллективы принимали участие в прошлом году. Фестиваль был такой «Мир Кавказу». Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» принимал участие. И в этом году мы принимаем у себя с большим удовольствием ансамбль танца «Меркурий». Зрители зала остались под впечатлением и поделились своими эмоциями от концерта. Что-то будто, как сказать, родное. То, что радует глаз, всегда хорошее настроение поднимает, всегда радуемся за то, что у нас вот такие красивые, прекрасные танцоры. Гастроли ансамбля завершились концертом в Сухуми. Ульяна Рожкова, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В среду 24 октября ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.